Нахожу верных друзей, я себе по всему свету. И вот стал уже взрослее и увидел всю планету. До сих пор стараюсь я интересным быть для мира, чтобы мог я рассказать о своей земле башкирской, о башкирах рассказать, научиться танцам, песням. Ведь чем больше знаю я, тем я буду интересен. Для меня Урал-Батыр самый сильный из батыров. Древний миф Уральских гор расскажу я всему миру. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Я учу башкирский язык, башкорт телен öğrenem. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Һеҙҙең менән башҡорт телен өйрәнәм проекты. Рами Гарипов туған тел тураһында үҙенең шиғырында шулай итеп әйткән. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Беҙ иһә башҡорт телен бында өйрәнәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Вячеслав Чернев, полиглот, свободно владеет 8 языками. Башкирский язык изучал самостоятельно. Интересуется башкирской литературой, культурой и историей. Именно из-за большого интереса к башкирскому языку перевелся с факультета иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета на факультет башкирской филологии БКПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Сам разработал и написал методику преподавания башкирского языка для невладеющих им как родным. Аладдин Самедов, предприниматель, в 1991 году приехал из Азербайджана и остался жить вместе с семьей в городе Нефтекамск. В 2009 году начал изучать эпос «Урал-Батыр», а в 2011 году перевел его на азербайджанский язык. Ирина Сухарева, магистрант Башкирского государственного университета, художественный руководитель студенческого клуба. Занимается международным обменом студентов Уфа-Галле. Интересуется иностранными языками, играет на гитаре и фортепиано. Тимур Абдурахманов, стоматолог, более 14 лет работает в области медицины. В этом году был награжден медалью России за трудовые заслуги. Любит готовить, в свободное время занимается рыбалкой, путешествует. Софья Покровская, корреспондент башкирского спутникового телевидения. Образование педагогическое. Ведет активный образ жизни, любит ходить в поход, путешествовать по миру. Селестин Жульен Райринзатов, аспирант Уфимского государственного авиационно-технического университета. Музыкант, танцор, спортсмен и шоумен. Родом из Мадагаскара. Родной язык – малагасийский. Владеет русским, французским и английским языками. На последнем уроке мы в основном говорили. Вот давайте с разговора и начнем. Аладдин Бей, как думаете, если мы сейчас возьмем тему «семья», «гайля», будет нормально? Сможем это обсудить? Давайте будем вести речь о наших семьях. По-башкирски. Әлбиттә. Менің ата-әсәем 2 кустым бар. Тормыш иптәшемдә балаларым Кирилл һәм Илонаны нык яратам. Бергәләп сәяхәт итәбез, театрларга йөрибез, гаиләбез дус һәм тату. Минеңсә гаилә булу тормыштың иң зур байлыгы. Попробуйте, Тимур Бей, вкратце рассказать о том, что сейчас нам поведала Ирина. Ирина сказала, что у нее есть 2 детей. Улардың исемдәре? Кирилл и Илона. Совершенно верно, дөп-дөрес. Гаилә тураһында Ирина нимә уйлай, Аладдин Бей? Мен уларды нык яратам һөйләде. Уның фикеренсә, гаиләле булу тормыштың иң зур байлыгы. Шуны тәрҗемә итегез? Самое большое богатство – это семья. Совершенно верно. Именно так сейчас нам сказала Ирина. Әйдәгез, тагы кем һөйләргә теләй? Софья? Әйткәндәй, Софья безгә ниһаять кире кайтып җитте. Уның эше яхшы бара дип өмет итәбез. Надеемся, что то поручение, с которым отправила наше замечательное башкирское спутниковое телевидение, ей удалось. А теперь давайте посмотрим, что и как приготовила Софья к сегодняшнему уроку. Мин әсәем менен яшәям. Уның исеме Наталья. Шулай ук менен бер туган апаем. Хәмлем бар. Улардың исемдәре Анна һәм Елена.
А здесь, я думаю, нужен комментарий. Дело в том, что по-русски, когда мы говорим «сестра» или «брат», мы ведь не подразумеваем, старше ли они нас или младше. Нам это не важно. Нам брат хоть старший он брат, хоть младший брат, все равно брат. В башкирском не так. В башкирском языке совершенно правильно отметила сейчас в речи Софья. Старшая сестра называется каким словом? Апаим. Апаим. Только это притяжательный аффикс. Мы давайте будем без аффиксов говорить. Апай. Старшая сестра. Младшая сестра Хенгле. Соответственно, младший брат – это Кусты, а старший брат – Агай. Аладдин Бей, в азербайджанском языке также есть разница между старшей и младшей сестрой и старшим и младшим братом? Старший кардаш, это старший и младший. Бой кардаш, кичик кардаш, можно сказать. Бой большой, младший. Да, старший, младший. Да. И баджи только, и тоже старшая, младшая только. А газгардаш могут сказать? Турки говорят так, кыз-кардаш. Азербайджанцы не говорят кыз-кардаш. Не говорят. Нет, только баджи или кардаш. Совершенно справедливо, по-моему. Говорить газгардаш – это что-то типа товарищ, да еще в женском роде. Но этимологии этого слова, если будем смотреть, тогда гар – это карандаш. Из одной утробы. Каран – это утроба, отсюда карандаш, то, что из одной утробы. Так же, как юл – путь, юлдаш – спутник, тот, кто вместе по пути идет с тобой. Также и карандаш, которая потом сократилась до кардаш, это именно тот, кто вышел из одной утробы с тобой. По-башкирски это, соответственно, кардаш, с учетом гармонии гласных. То есть вот на башкирском надо утверждать, как на русском, что, вот, что это младший или старшая сестра. Да, для этого в башкирском есть отдельные слова. Агай – это старший брат или дядя, если он старше тебя. Если младше, ты не имеешь права его назвать агай. А если просто сестра или брат? Так нельзя. Надо обязательно знать, старше или младше. Я не знаю, как из положения выходят близнецы. Кто раньше родился на 5 минут? Ну, вот уже Агай. Агай, да. Наверное, так. Допустим, в русском языке, в древнерусском, и в современном польском, кстати, тоже, есть разница дядя по матери и дядя по отцу. Стрый и вуй. Эти слова сейчас нету данных. Сейчас, по-русски так не говорят. Вы по-русски слышали такие слова? Это дядя, да? Да, дядя и дядя. У нас есть это дядя, это дайы, ами. Дядя по отцовской линии это ами. Да. А по женской линии это дайы, дядя. Да, то есть брат матери это дайр. Да, дайы. Даим. А сейчас вот смотрите, насчет окончаний, да, то есть вот множественное число, например, вот связано с числами. Например, «с», да? 3. Да. «С», «апай». Да, совершенно верно. Например, это у меня. То есть «с», «апаюм» только. А почему не «апаюм дар» или вот, который множественное Слушай, число? ты затронул вопрос, который я планировал обсудить на сегодняшнем уроке. Это одна из наших сегодняшних тем. Аладдин Бей, попробуйте вы рассказать о своей семье, нам очень интересно. Минем катным бар, исме Шафика, өс бала балабыз бар, ике кыз бала, исме Дилбар, hem Aysel, bir malay, ismi Tebriz. Tebriz. Бик кызык исемдер. Айсел деген исем немени аңлата? Ай это луна, сель это наводнение. Ну, в русском языке это слово тоже вошло. Сель. Есть Сель, это да, грязевой сель. поток, который из горы идет. Вы видите, какие интересные имена у наших тюркских братьев, которые контактировали с персами. Ведь персы тоже очень сильно философствующий народ. Сами видите, луну с наводнением смешать это... Ну, между прочим, луна управляет океаном, да? Я и говорю, персы были довольно ученым народом, и соседним азербайджанцам, которые жили рядом, естественно, все это передалось. И прилива, отлива откуда? Как раз и получается, что Айсель это прилив, поток, который идет при луне. Кто у нас еще ничего не сказал? Мы с Селестиной ничего не сказали еще про свои семьи. Менен ата эсем, вот ике агаим. Так. Оба старшие? Да. Ну, тогда все правильно. Ике агаим. Бер апайым. Улар Мадагаскардан яшей. Кайха калала. Антанариву. Антанаривула. Антанариву за. После У. Буква З. Антанариву за яшей. Антанариву да. Хорошо. Мен гелеле ин балекейн. Ага. Кызык екен. Гелеле ин якин кышым апайым няйна. Биг шеф. Только апаим, наверное, лучше в конце поставить. Сначала имя, а потом название родственника. Няйна апайым. Вот так.
Ну что ж, Тимурбей, я думаю, у вас уже совершенно никакой трудности не составит. Раз уж Селестин быстро справился, так вам вообще как семечки щелкать. Менің ғылым көп мелетле. Эсем Башқұрт, ТМ, Азербайджан. Орта Азиян Душанбе қалағында туып өскенмін. Қатыным татар. Бізден 5 ешлік қызымыз бар. Оларызыла туған тілді хелершерге өйретеміз. Қыздарыңыздың исемдері кім? Зарена менің Мадина. А теперь, я думаю, можем переходить к теме сегодняшнего урока. Все справились с первым практическим заданием, с чем я вас и поздравляю. А теперь вспоминаем эту нашу нудную и уже давно изученную теорию. Селестин, ты же хотел вспомнить структуру глагола и структуру имени существительного? Да, вот вы сегодня исправили меня насчет няйна. Апоим. Апоим. Ну и все такое. Структура вообще, как более правильно, во-первых, формирование фразы башкирского языка. Давайте сейчас разбиваем все эти падежи. Ну, чтобы вот, например, предложение, например, только исходные падежи, например, вот. Еще насчет все эти окончания. Окончание где? Ну, например, вот после глагола, который там прошедший, потому что мы изучали давно, таблица большую. Но тут, как в прошлый раз, у нас по-другому что-то звучали. Итак, общие принципы. Сначала ставится определение, а потом определяемое. Сначала название, а потом род объекта. Например, няя, апоим, вояж, магазины. И обязательно ставится изофет. И в том и в другом случае вы его видите. Правда? Вот это Почему мы не говорим подлежащие и сказуемые? Это не совсем подлежащие и сказуемые, потому что на русский язык такие вещи можно и прилагательными переводить. Платок моей мамы или мамин платок. Платок – это сказуемые, правильно? Это не сказуемые. Вот. Определение, да? Да, это определение, потому что здесь нет сказуемого. Это не предложение, это просто словосочетание. Я пришел, да, это я подлежащий. Пришел, сказал. На башкирском языке это мин килдим, да, мин подлежащий, килдим сказуемые. Да. Мин мактабка килдим, мактабка это уже определение, да? Мактабка обстоятельства, обстоятельства места. Куда пришел? Мин бугун мактабка килдим, бугун. Обстоятельства времени. То было обстоятельство места, мактабка. Вот вы один предложение скажите, что здесь это подлежащие, сказуемые, определение, обстоятельства и... И вам нужен полный порядок слов. Давайте попробуем. Мин бүгін зур мәктәпкә келдім. Итак, давайте обобщим структуру предложения. Мин бүгін зур мәктәпкә келдім. Предложение сложное, непонятное, и сразу теряемся, да? Берем просто первое и последнее слово. Мин келдім. Я пришел. Подлежащее начинает предложение, сказуемое его завершает. Мин келдім. Дальше. Мин мәктәпкә келдім. Я в школу пришел. Мәктәпкә стоит в середине. И так оно и должно быть, и никуда иначе мы двигать его не имеем права. И мәктәпкә становится ключевым словом данного предложения. Я пришел в школу. По-русски мы, видите, говорим ключевое слово в конце. Мин зур мәктәпкә килдем. Я в большую школу пришел. Нет, мәктәпкә это определение, так? Это куда? Это обстоятельства или дополнение, можно по-разному смотреть. Зур это определение. Определение. Ставится перед тем, к чему относится. Большая школа зур мәктәп. В большую школу зур мәктәпкә. О прилагательных мы поговорим чуть-чуть позже. У нас на это будет отдельный урок. А вот обстоятельства времени и места могут стоять либо вот так вот перед этой именной группой. Зур мәктәпкә это у нас именная группа. Прилагательное плюс существительное. Бүгін может стоять либо здесь, вот как тут, либо в самом начале. Смысл от этого не поменяется. Обстоятельства времени и места ставятся либо в начале предложения, либо перед именными группами. У кого какие вопросы по структуре предложения? То есть с каждым добавлением чего-либо у нас получается вот это что-либо и становится определением. Да, становится ключевым словом. Ключевым словом. Я пришел в школу, то есть определением становится у нас уже школа. Да, только не определением, ключевым словом. Ключевым словом, да. Потом я пришел в большую школу, то есть у нас уже ключевым словом становится зур. Зур.
Я пришел сегодня в большую школу, то есть становится уже беген. Да, бюген, чтобы его еще усилить, потому что бюген, видите, там много-много-много всего, еще бюген туда в середину. Чтобы его усилить, можно бюген поставить в начале. Бюген мин зур мектепке килдем. Ну, грамматическая основа мин чилдем. Да, конечно. Мы не имеем права что-то совать за пределы грамматической основы. За глагол уже ничего не ставим. Глагол всегда в конце. Вопрос. Можно? Пожалуйста. То есть здесь бген можно ставить впереди. Да, это сделает его значение более сильным. Смотри, бүгін мен зур мектепке келдім. Именно сегодня я пришел в большую Так, школу. второй. Насчет зур мектепке. Ага. Раньше, по-моему, настолько помню, мы там насчет большой дом тоже вот эти. Зурой. Зур-юрт. И что? То есть вот прилагательный вот Зур. Итак. зур вот ставить перед словом, который определяем. Это уже условие. Это правило. Я думаю, с этим нюансом понятно теперь все. А теперь скажите, пожалуйста, даю вам глагол «утыл» проходить и спрашиваю. Без ниндей хузтуркумдарен утменек. Какие части речи мы к настоящему моменту еще не прошли? Прилагательный сифат. Сифат. Прилагательный. Хан. Местоимение. Алмаштар. 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 Өс. Ага, үс хузтуркумы. Эти три части речи Проходили исем, клым, личные местоимения. зат алмаштар. Вот эта серия наших уроков с участием нашей дорогой Софьи. Хорошо, что она успела вовремя вернуться. Мы посвящаем как раз вот этим трем частям речи: имени прилагательному, имени числительному и местоимению. Начинаем мы с количественных числительных. Пожалуйста, на французском языке назовите количественное числительное, Селестин. То есть l'énumération quantitative. Quantitative. Совершенно верно. Для нас сейчас самое важное выучить эти основные числительные, которые вы сейчас видите на слайде. Пожалуйста, повторяйте за мной, и я думаю, что первый словес вам переводить не нужно. Бер. Бер. Ике. Ике. Ös. Дүрт. Биш. Алты. Yetti. Хигез. Тоғыз. Он. А теперь скажите, пожалуйста, 19. 19. Он тоғыз. Скажи, пожалуйста, 14. Ундурт. Ундур. 10 и 4. Так же, как в русском. Если ты не понял, как это, потом Да, 10. Потом, или потом бер, бер. Да. Это 10. 10 и 1. Нет, 10 понятно. 10 и 1. бер 11. Он эке 12. Итак, во французском, наверное, все, кто изучал язык, наверное, здесь знают, немножко по-другому. что до 16 есть свои числительные. После 10 идет 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Эти слова надо запоминать до 16. По-русски тоже запоминаем до 20, 11, 12, 13. Это надо запоминать. А по-башкирски вообще ничего запоминать не надо после 10. Бер. Ике. 10 и 2. Ös. Dis-moi s'il te plaît, 19. Тугыз. Совершенно верно, 19. Пожалуйста, 18. Он хигез. Хигез. 13. Он Ös. Продолжаем изучать основные числительные, но уже круглых десятков. Егерме. 20. Егерме. Повторите. Егерме. Утыз. 30. Утыз. Кырк. Кырк. 40. Вот алтайцы жалуются, что за «рк» в середине. Реально, бабушки в деревне скорее скажут «кырк», наверное. Ну, просто потому, что «рк» произносить одним дыханием неудобно. Илле. 50. Алтмыш. 60. Етмеш. 70. Хикхен. 80. 90. Тукхан. Юз. 100. Мень. 1000. А 500 как будет? 500. По-русски что это такое 500? Это 5 сотен. Переведите. Бишьюз, что ли? Пожалуйста, скажите. 561. 560 бер. 560 бер. Совершенно верно. Молодых.
Ну-ка скажите-ка мне 238. Ике, йоз, утыз и хигез. Хигез. Селестин, дать тебе числительное с тысячами? Давайте, попробую. Так, ну-ка скажи, пожалуйста, ты в каком году родился? Не скажу. В 1954. Мен тугиз иле дурт. Нет. 900. Мен тугиз йоз иле дурт. Совершенно верно. Мен тугиз. Аладдин Бей, в каком году там башкирский алфавит перевели на кириллическую основу? Мен 941 yılda Можно еще одну? Пожалуйста. 5768. Бишмен ете йоз, алтмыш, 60. хигез. Совершенно правильно. Стоп, тогда, вот смотрите, мы сейчас можем считать до 999 900. А Мы как можем. же? А если миллион сейчас? Миллион, миллиард, тәржімә етілмей, не переводится. Миллион, миллиард так и остается. 10 стульев на башкирском ун ултыргыз. Кто что заметил? Стульев в каком числе? Который множественный. Множественное число. По-башкирски ун ултыргыз в каком числе? единственный. В единственном. Совершенно правильно. Итак, 25 дней. То же самое. Видите? Дней – это множественное число, да еще и родительный падеж. Чего дней? А по-башкирски играми бишь кын. Какой падеж? Именительный падеж. Основной падеж. Основной падеж. Как множественный? Существительное – күндер. А вот мы сейчас об этом и говорим. Егермы биш күндер сказать нельзя. Только Всегда егермы так? биш күн. Это Вообще всегда так. всегда так, Вообще да? всегда. Биш yüzde 17.662 хум. 517 662 рубля. Сложно составленное числительное, правда? Там и тысячи, вот видите, сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи, сотни, десятки и единицы. Вот тут к нам приходит на помощь вспомогательная частица «да», имеющая фонетические варианты. Помните закон ЛДТЗ? Вот он вам еще здесь пригодился. Давайте перейдем к правилам. Во-первых, в сложных числительных все компоненты пишутся отдельно. Мы же пишем 500 вместе. По-башкирски «биш юз» пишется двумя словами. Да. «Биш юзда унгете мэнгда». Помните большое числительное? Почему да и да? Почему? Причем Сейчас да, скажем. да? Сейчас скажем. Итак, в сложных числительных все компоненты пишутся отдельными словами. «Биш юз» егерме бир. 521. 500 по-русски, видите, пишется слитно. Существительные, относящиеся к числительным, ставятся в единственном числе. Егерме бир күн. Ун биш хум. Никаких окончаний множественного числа не надо. Башкиры вообще очень логичный народ. Если число есть, зачем еще указывать, что их много? Правильно. Ну а как же падежи? А падежи могут быть. Например, егерме биш күндән. Через 25 дней. Компоненты сложно составленных числительных, относящиеся к разным разрядам, разделяются частицей «да» с фонетическими вариантами. То есть, и когда у нас сотни тысяч, десятки тысяч, просто для облегчения произношения, егерме мэн да, тугыз юз да, просто чтобы паузу сделать, ее чем-то скрасить. Пишется вот это вот. То есть, если мы это не говорим, то есть это не считается ошибкой? Это не считается ошибкой, но просто есть такая традиция это говорить. Почему сразу именно там мы ставим вот это «да»? Можешь ставить там, где тебе удобно. Это ничем не Это регламентировано. правильно, Ну нельзя же сказать биш да юз. Нет, потому Ну, что только бич юз это потом один 5 сотен, разряд. потом только Поэтому я говорю, потом. разные разряды. Эта частица «да» имеет 8 фонетических вариантов. Ла, ле, да, де, та, те, за, зе. То есть «да», который у нас, это частица называется. Да, частица. Кисексе. Ну, кисек это кусок, Кисексе. кисексе частица. О значениях этой частицы мы поговорим поподробнее. И поговорим на примерах. Минде бүгін Уфуға дәрісқа келіп еттім. Я тоже сегодня в Уфу на урок прибыл. Келіп еттім. Итак, келіп еттім. Да здесь имеет значение тоже. Или по-русски можно сказать «и я прибыл на урок». Бізде башқұрт тілін рахатланып үйренеміз. Рахатланып с удовольствием. Переведите, пожалуйста, всю фразу, Тимур Бей. Мы тоже учим башкирский язык с удовольствием. Совершенно верно. Или можно сказать, и мы башкирский язык учим с удовольствием. Когда много-много-много «и». Помнишь, ты спрашивал союз «хэм»?
Банда һәм Да, тегенде. да, да. Ты можешь сказать, мин бандала тегенделе. То есть можно можно да. Можно да. Но да обычно говорится, когда несколько раз надо сказать и. А следующее предложение, удивившая меня мысль, которая озарила меня буквально за несколько часов до начала нашей передачи. Хатта Селестин да башкорт тілінде яхшы сөйлешә. Вместо да должна быть. Потому что Селестин и это назик хузанка. Нәзік хузанка. Совершенно верно. Да, то есть правило глаз это тоже. Да, правила сингармонизма. Но имя заимствовано через русский язык, поэтому мы воспринимаем все гласные как задние. Я уже говорил, эту несуразность в башкирский язык ввел, по сути, один человек, не буду раскрывать его имени, 32 года тому назад. Вот, смотрите, вот как более правильно, например, да? Вот ноябрьзе или ноябрьзе. Итак, И октябрьзе, и октябрь. начнем с того, что я вообще терпеть не могу русские названия месяцев в башкирском. Итак, что касается слова «ноябрь», извините меня за отвратительный почерк. Поскольку этот вопрос не планировался, я пишу это на доске и мелом. На какую букву заканчивается это слово? Ноябрь. На мягкий знак. Следовательно, когда мы присоединяем какое-то падежное окончание, например, в ноябре, мы этот мягкий знак удаляем, но пишем с каким гласным? С мягким. Ноябрьзе. А поскольку мягкий знак есть, то дальше идет мягкий гласный. Сам мягкий знак уходит, но оставляет во себе память в виде мягкого окончания. Пишите, пожалуйста, на башкирском языке тоже вот это ноябрь. Как на башкирском языке это месяц называется? Хорпагай. Как? Хорпагай. Ага, пишите, пожалуйста. Кыр. Хорпагай. А как назывался до Петра Первого ноябрь по-русски? Может быть, кто-нибудь помнит? Полузимник. 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 То есть уже почти зима, как бы. А вот насчет названия улицы. Так. Вот есть 50 лет октября. А Так. там уже произношение, вот окончание, вот октябрьдин. Помнишь, я тебе говорил, что 32 года назад была у нас введена вот эта вот норма по поводу русских заимствований. Так там сначала вы приняли одно правило по поводу октябрьдин, а потом другое. И теперь непонятно, как действовать. По той же логике, что ноябрьде, мы должны говорить так. Вот он, октябрь. Вышвыриваем этот мягкий знак, но дальше пишем мягкое окончание. Октябрьдин. И именно так это должно быть согласно логике языка. Я вот в одной газете прочитала, да? Попечитель дер советы. И там вот дер. А это заимствованное слово. И по сути там должно быть дар. Вот почему так пишут? Та же самая причина. Мягкий знак, мягкий гласный. То есть если заимствовано слово с мягким знаком, то будет все равно Да, да? мягкое окончание. Да, совершенно верно. Берден алып, 20-ге тиклем ханап китегез. Пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Тугыз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Тугыз. Тыгыз это плотный. 19 и Егермен. Добрались до 20. Так, Аладдин Бей, я думаю, что с вас пока не буду спрашивать это задание, вы уже считать, наверное, умеете. Поэтому продолжаем. Тимур Бей. Утыздан алып, 15-ке тиклем ханап китегез. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, Болды. До 15 уже просили. Там так и написано? Че? Как вы оттуда читаете? Нет, я просто это что, без ошибок. Етенен алып, 77-ге тиклем етелеп ханагыз. От 7 до 77 считайте по 7. Нормально. То есть Ладно. Так, ете, Дальше. ундур, Так, егерме бер, так. егерме хигез, Ага. 35, 42, 42. 49, 49. это 49. Да. Или дурт. Что? Нет, извините, на 8 уже вспомнила. Так, Так, или... 49 же был, да? Да. А 54 же. Или алты должен. Алтмыш эс. Так.
и этмеш. Етмеш, еще етмеш. Етмеш, эте. Етмеш, ете. Так, Селестин, ну и тебя, как всегда, самое легкое задание. Да ладно. 120 алып, 30 тиклим, 15 ханагов. По 15 считаешь от 120 до 30. Йос биш. Тихо. Юш биш. Тукхан. Этмеш биш. Етмеш биш. Алтмыш. Алтмыш. Кырк биш. Биш. Угу. И 30. Утыз. София, тут ошибка не сеяшали. 23. Гаилегизде нисе бала, hem нисе еян. Öz bala, iki yeyan. Селестин, давай уж тебя спрошу напоследок. Башкорт телен күпме вакыт буе өйрәнәһең? Долго ли ты? Сколько времени учишь башкирский язык? Öz ay boyu bашкорт телен öğrenim. Шуның менән дәресебезне тамамлайык. Хандар темаһы һеҙҙең өсөн ауыр булмаган дигән өмөттәбеҙ. Хушығыҙ! Проходили сейчас тема Хандар. Это легко удается. То, что немножко было трудно, когда добавили «за» и «да». Биш минда 700, 15 минда 700 «за», 61. Вот когда 61 говорили, тогда «да» и «за» немножко это самое нам удается трудно. Я пропустила немного, да, и мне сложновато в сравнении с вами, мне кажется, сегодня. А мне вот сегодняшняя тема очень понравилась с числами. И вот сегодня Селестин хорошо поднял эту тему, и мы разобрали. Мы поняли, как формируется предложение и куда уходит чего ключевое слово. Сегодня все начинают вникать, вопрос задают, почему вот это почтитель «зар» пишут, как почтитель Попечитель дар. «дар» пишут. Почему? Вы знаете, уже грамматические вопросы задают. Вот это о чем говорит? Это уже все уже изучают, вникают это и изучают башкирский язык. Я немножко удивляюсь, что так быстро вот это вникают. Я уже теперь знаю, как правильно формировать вот эту фразу, более-менее. Еще я теперь знаю, сколько мне лет на башкирском и когда я родился. 1550. Хорошо сохранились. Так, еще очень интересно тут был насчет ТК3. Как люди пишут, например, название улицы, который я задавал вопрос насчет вот этих ярких знаков, который октябрь, ноябрь. Урок был очень живой, и сегодня такая легкая тема была, мне очень понравилось, и все это было интересно. Мин эсеем, менен ешеем. Унын исеме Наталья. Гаилегизде нисе бала, hem нисе еян. Öz bala, iki yeyan. Öz апайым только. А почему не апайым дар? Вместо «да» «да» должна быть. Потому что Селестин «и» – это назик узенка. Как более правильно, например, да? Вот ноябрь или ноябрь-за. Итак, от 7 до 77 считайте по 7. Нормально. Так, ите, ундур, Так. егермедер. 19, 18, 17, 16, 15. Болды. Рахмет. Болды.